Я чувствую себя всегда на родине хорошо. В данный момент очень рад оказаться на родине после возвращения из замечательного солнечного, но оказавшегося не очень дружественным по отношению ко мне Кипра, где произошло беспрецедентное в истории отношений между Россией и Кипром событие. За 63 года никогда не случалось такого, чтобы российский или прежде советский журналист оказался в ситуации, в которой оказался я. Огромную помощь оказало посольство России на Кипре и лично чрезвычайный и полномочный посол на Кипре Мурат Магомедович Дязиков, который лично давал указания сотрудникам дипломатического представительства защищать мои права как российского гражданина, так и журналиста. Благодаря нашим дипломатам, которые на практике проявили принцип «своих не бросаем», удалось в сжатые сроки выбраться из непростой ситуации, в которую меня поставили представители кипрских властей, арестовавшие меня под надуманным обвинением, лишившие меня возможности продолжать журналистскую работу на Кипре по причине того, что якобы я представляю для их страны какую-то угрозу безопасности, что на самом деле является полной ерундой, и никто мне не смог объяснить, в чем заключается эта угроза. И наши дипломаты в этом отношении проявили свои лучшие качества, помогли по-человечески, сделали это профессионально, быстро и эффективно. Благодаря им я и моя семья сегодня находимся в безопасности и очень рады вернуться домой. Произошло это событие, получается, позавчера. Я был, в буквальном смысле атакован людьми в штатском, которые не представились. В полдень, среди белого дня подбежали какие-то люди, открыли двери в машину, начали меня оттуда вытаскивать. В этот момент в машине находилась моя дочь, которая возвращалась из школы. На мои вопросы о том, кто эти люди, почему они это делают в присутствии ребенка, они мне не ответили. Они сказали, что мне нужно с ними проехать, потребовали мои документы. Эти документы я предоставил немедленно по первому требованию. Я не сопротивлялся, я им отдал свой паспорт, другие документы, которые у меня были. Тем не менее, они применили ко мне грубую физическую силу, они применили спецсредства, заломили мне руки за спину, одели наручники. Все это происходило на глазах моей дочери, которая оказалась в стрессовом состоянии, получила тяжелую психологическую травму на самом деле. Вот удивительно, зачем это нужно было делать в такой форме в отношении человека, который не является каким-то представителем криминального мира. Я никуда не убегал, никуда от них не скрывался. И они это сделали в такой нарочито грубой форме и в присутствии ребенка. Происшествие было зафиксировано на видео. Мы эти кадры обязательно опубликуем и доведем все-таки эту историю до логического конца для нас. Я могу сказать наверняка, точно это не было нужно ни киприотам, уж тем более не обычным людям на Кипре, которые до сих пор испытывают симпатию по отношению к нашему народу, для которых русские являются теми людьми, которых они поддерживают и любят. За этим, очевидно, стоят силы, которые находятся вне пределов Кипра, которые заинтересованы в том, чтобы традиционно дружественные страны, связи между нашими народами были испорчены, чтобы в отношениях между Россией и Кипром возникли сложности. И эти люди находятся за пределами Кипра. Мы понимаем, о ком идет речь. За этой провокацией явно виднеются уши американцев. И в частных беседах во время моего задержания подружески настроенные ко мне представители кипрской полиции признались, что они получают команды сверху. На мой вопрос, от кого сверху, они сказали, что нити тянутся в посольство США.